а также серьги манеки. Эта благородная гладь затемненного серебра под старину не оставит никого равнодушным и подарит возможность экспериментировать с разными образами. Эти серьги сделаны по подобию экспоната Вилюйского и Национального художественных музеев. Якутские женщины всегда одевали большие длинные серьги, и мы, современные представительницы, не отстаем от наших прародительниц. Считалось, чем длиннее серьги, тем лучше они подчеркивают изящность лица и служат некой изюминкой, за которую цепляется взгляд. При этом покачивание сережек способно было издавать тихий серебряный звон. Посмотрите также на архаичные кольца харсхал. Они сделаны с формой круга, квадрата или ромба. Выполнены также по музейным экспонатам. Встречаем наших прекрасных девушек из творческой группы A-Model под руководством Аяла Карякина. Серьги Еверситал ГГ. Традиции и современность. Якутская женщина всегда славилась красивым, добротным серебряным убранством. Исторические серьги Еверситал ГГ были изготовлены по образцам конца XVIII – начала XIX века. Своими струящимися подвесками воплощает продолжение рода и процветание жизни. Длина 9 сантиметров. Удобно носить серьгами-поддержками. Также на юлиане большой линкебер. Это часть комплекта традиционных женских нагрудно-спинных украшений образца второй половины XIX века. Здесь показана только передняя часть. В целом это украшение служило оберегом для женщины, показателем ее социального статуса и положение мужа в обществе. Полный набор украшений женщины был весом примерно около 16 килограмм. Комплект носили и магические защитные функции, оберегая своим звоном и сиянием хозяйку от дурного сглаза. И снова, стреловидные мотивы на подвесках являются защитными символами. В целом комплект можно прочитать как алгыс, направленный на окружение любовью и заботой молодой невесты, будущей прародительницы рода. Серьги «Традиция» являются визитной карточкой мастерской Петра Алексеева. Серьги узора дополняют притягательную ауру вечного, что подчеркивает весь образ якутской женщины. Смелой, нежной и скромной. Эти серьги «Традиция» как зеркало отводят от своей хозяйки все плохое и негативное, оберегая ее силой дума правительницы. Также найден современный затемненный с гладкой гривной элинкебер. На спинные подвески можно перекинуть назад или вовсе снять. А теперь обратите внимание на волосы. В них плетена косоплетка с увовсима с колокольчиками. Испокон веков считается, что женские волосы обладают особой силой и магией, поэтому с самого детства девичья коса должна была быть защищена звоном металла и собрана в косу. Чистый звон серебра призван отпугивать болезни и злые силы, которые могут нанести вред девушке. Косоплетка состоит из кожаной основы, парных серебряных подвесок, бисера и колокольчиков на конце изделия. Прообразом украшения стала косоплетка в собрании Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Она была приобретена в Якутии и вывезена в США в самом начале 20 века. Другие идентичные изделия в музеях Якутии не встречаются. На протяжении 20 века было маловероятно ее выдавание. Следующее – это серьги Саха. Прекрасные якутские серьги Саха своей звенящей чистотой водопада 36 серебряных пластинок, на каждой из которых выгравирован узор оберег или узор процветания, принесет своей обладательнице любовь, радость, благоденствие и будет оберегать на жизненном пути. А если приобретены любимым человеком в дар, то энергетика любви силится вдвойне. Также на Нюргияне надета бастыга, изготовленная в 1970-х годах из серебра. На коже в таком виде она вошла в моду того времени и получила свое распространение среди современниц. Посмотрите на Илик и Калинкебегер, здесь она с витой гривной. Витая гривна калджи с витым орнаментом является одним из самых древних видов якутских украшений.
В старину ее могли носить и мужчины, и женщины, взрослые и подростки, что подтверждается материалами археологических исследований. В XIX веке гривны могли носить как самостоятельное украшение отдельно, так и с комплектом нагрудных, спинных и нагрудных украшений. Изготовлена Петром Алексеем полностью ручным способом. Наспинные пластинки Линкебер несут с собой сакральное значение, закрывая собой спину девушки и таким образом оберегая и защищая ее от злых и завистливых языков и взглядов. Хотите быть сильной и неотразимой на празднике? Именно эти современные серебряные изделия подчеркнут вашу красоту и индивидуальность. Современный набор гармония, колье и серьги с фиолетовыми чистые кристаллы, которые подойдут любому в том платью и национальному, и классике. Современный женский пояс из чистого серебра выделит вашу фигуру и подчеркнет ваш стан. На Наталье вы можете посмотреть современный стилизованный пояс с колокольчиками. В старину подвески поясов украшали ими для отпугивания злых духов при ходьбе. Звон колокольчиков при ходьбе девушки был слышен издалека. Также на нашей прекрасной модели Наталья кольцо новинка Хюррем Султан. Название украшений говорит само за себя. Вспомните сериал «Великолепный век». Восточная юная красавица под кроткой внешностью чувствует создающий огонь женской души. И в их праздничный вечер всегда были в центре внимания. Из письма Сулеймана Султана своей возлюбленной Хюррем. «Ветер мой прохладный, но в то же время обжигающий. Моя Хюррем, какие глаза, они манят и завораживают сердце моего госпожа». А на туяре серьги, которые называются сельдорога, серьги гривна. Украшение состоит из мелких привесок, создающих впечатление бахромы. Как правило, этот тип серег длиннее всех остальных. Он мог достигать целых 13 сантиметров. В музее Якутии представлены образцы подобных серег, свидетельствующих о высоком мастерстве якутских ювелиров. Кстати, эти серьги были самыми первыми из всех исторической коллекции, созданные мастером Петром Алексеевым, и пользуются большой популярностью. Также на туяре видите небольшое современное колье или кювенер, которое вы можете носить не только на сцене, но и на праздники и торжественные выходы. Колье в национальном стиле притягивает благополучие, богатство, достаток, а также смотрится очень актуально и красиво на наших современницах. На девушке Виктории комплект традиционных женских нагрудно-наспинных украшений и Линкебер образца второй половины XIX века. Основой украшения является массивная гривна с ложновитым резным орнаментом. В передней части гривны присоединены нагрудные подвески, петля на концах гривны на спинные подвески. Серьги являются образцом самобытных якутских серег, эволюционным развитием древних якутских серег типа Туарах-Тарга. Серьги в виде знака вопроса с вышивкой и являются типичным украшением для периода Средневековья Якутии. Украшались они пастовыми бусинами белого, черного или реже синего цвета. Иногда данные украшения дополнялись металлическими подвесками. По свидетельству путешественников и исследователей XVIII века, серьги в виде знака вопроса были довольно популярны у всех тюрко-монгольских народов. Данный тип серег является наиболее архаичным в якутской культуре. Здесь он украшен лицевой пластинкой. Украшение Линкебер изготавливается из светлого серебра, а также затемняется оксидированием. Это уже по желанию заказчицы. В этой коллекции обратите внимание на шейный обруч Мойсимага или Хабаргасимага. Это довольно редко встречающееся изделие является дополнением к комплекту традиционных женских украшений. Могло служить самостоятельным украшением, но чаще изготавливалось в комплекте с парными браслетами бюро
Встречаются варианты с спинными подвесками из прямоугольных и трапециевидных пластин. Вдохновением для изготовления данного украшения стал шейный обруч из коллекции Вилюйского краеведческого музея имени Староватова. В ряде похожих изделий данное украшение выделяется тонкостью и изяществом орнамента. Интересно, что в похожем шейном украшении была запечатлена девушка на самом первом портретном фото якутов, который сделал сам Бунгер в 1882 году. Посмотрите также на серьги лопаты, серьги ха-ха, изготовленные по музейным экспонатам XIX века. Петр Алексеев воссоздал историю в виде этих украшений, сохраняя форму, вид, узор и, конечно же, доработал старинные серьги, сделав их доступными при ношении нашими современницами. Их длина составляет 12 сантиметров. Из биографии Петра Алексеева. Мастер-ювелир Петр Кузьмич Алексеев является внуком знатного кузнеца Алексея Гавриловича Алексеева из местности Сортол Вилюйского улуса. И благодаря, возможно, генетической памяти или кода крови делом его жизни стало воссоздание исконно традиционных ювелирных украшений народа Саха. Свою трудовую деятельность он начал в 1986 году с фабрики Сардана косторезом, где работал вплоть до 2001 года. А в 1991 году закончил Абрамцевское художественно-промышленное училище имени Воскресцова в Москве. За время учебы получил специальность художественная обработка металла с квалификацией художник-мастер. Его дипломная работа под названием «Кованые ворота», как одна из лучших, до сих пор хранится в музее училища. Петр является как скульптором, косторезом, кузнецом, так и художником и ювелиром в одном лице. Его многочисленные изделия хранятся в сокровищнице Республики Саха-Якутия. Он является членом Творческого союза художников России. Но в новой дыхании в ювелирном искусстве мастера Петра Алексеева появилось знакомство с увлеченным своим делом историком этнографом Александром Прокопьевым, что плодотворно сказалось на их совместном сотрудничестве. Встречаем у нас в гостях горожанку XIX века, начала XX века Елена. Ее костюм шит по фотографиям того периода якутской мастерицы Елены Яковлевой, состоящей из холодая и жилета габетчик. В музеях республики, как и во многих якутских семьях, хранятся якутские кресты-сюряты, носимые как нагрудное украшение. При этом якутские кресты никогда не были предметом пристального исследования, ни в дореволюционное, ни в тем более в советское время. Якутский крест-сюрят значительно отличался от православного и имеет свои особенности. Практичные якутские мастера щедро дополняли крест различными подвесками, гиречками, даже ухочистками и щипчиками, носившими утилитарный характер. Столь же богатый крест украшался различными декоративными приемами, гравировкой, чернением, эмалью, якутским орнаментом. По сравнению с великолепными они имели более облегченный вес и поэтому получили широкое распространение в свое время. Также показывали свою причастность к христианству. И в руках у Елены дейбир серебряной ручкой. На конце изображена голова лошади. Джигы Аи – божества. В гости к нам зашел супруг Елены Борис. На нем мужской камзол с серебряными пуговицами. На груди у Бориса мужской знак – оберег Харсхал. В старину обереги изготавливали из чистого благородного серебра, обладающего защитными целебными свойствами. Якуты верили, что в обрядах символика украшений, привораживающих счастье, становилась особенно действенной. Излучаемая ими энергия проявлялась ярко, мощно, передавалась в повседневность и улучшала ее. Харасхал, выполнен с учетом традиционных канонов, приносит своему владельцу удачу и счастье, а также показывает его статус. Данный Харасхал сделан в виде восьмиугольника, что соответствует защите его со всех сторон. На Борисе серебряный составной пояс, изготовленный по фотографиям и экспонатам музея имени Ярославского, и соответствует всем якутским традициям. В старину любой уважающий человек не мог выйти из дома, не подпоясавшись. Это был показатель социального статуса человека и некая защитная магия. Также на руке у Бориса серебряный перстень Джигы. Приглашаем на сцену Аяла Корякина.
основателя и директора модельного агентства AI Model, модель, продюсер, фото- и видеосъемок. Из последних больших заказов было продюсирование фотосъемок для октябрьского номера европейского журнала «Эльним. Россия». На нем якутский камзол с серебряными пуговицами и кожаным ремнем, серебряными пластинами. Такие ремни носили в более поздние времена, чем составные ремни. Внутри камзола носили рубаху, по своему крою нашитой идентичной женскому платью холодая, с такими же широкими рукавами и воротом. Орнаментальные мотивы на пластинках и бляшках пояса усиливали защитные функции пояса, могли дополнять его благоположение желаниями роста, богатства и плодородия, что зависело от конкретных орнаментов и узоров на изделии. На центральную бляшку застежку ремня часто носили монограмму имени владельца. А теперь ювелирная мастерская Петра Алексеева представляет перед вами свадебный наряд невесты. На невесте пальто буккасу традиционно черно-красного цвета, украшен широким женским поясом, серебряными пластинами и длинными подвесками. Подвески внизу имеют различные предметы обихода, среди которых можно выделить сумочку с лисьей мордочкой, оберегом со звенящими колокольчиками, а также на пояс прикреплялись зубочистка, щипчики и вольница. Все то, что необходимо было женщине в повседневном обиходе. Все это в данном случае выполнено из серебра, на голове у невесты шапка джебака с оберегом, серебряным кругом туафта и начельник с длинными подвесками. Серебряный круг был изготовлен Петром Алексеем по экспонату, хранящегося в Кыргызском музее Хабаровска. Петр Кузьмич является новатором, ювелиром Якутии. Среди его многочисленных учеников последователи, работающие в настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и Якутске. Обратите внимание, как вид на спине. Это начельник. Одной из исторических миссий ювелирной мастерской Петра Алексеева является популяризация традиционных ювелирных украшений народа Саха, пропаганда национальной культуры, народных традиций и обычаев среди населения. Ювелирные украшения можно приобрести и сделать заказ на этой выставке. Место 19, прямо под этой люстрой. Подходите, мерьте. Серебро из 925 проби. Также можно обменять. Спасибо за внимание.